Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». С прошлого года мы с супругой стали владельцами частного участка и частного, соответственно, дома благодаря учительской ипотеке. И, как видите, уже в прошлом году, в прошлом сезоне дом был построен с тепловым контуром. Это значит, есть входная дверь, есть окна, кровля и, в общем, все, что держит внутри тепло. Всего остального же еще нет. Это электричество, газификация, сантехника, отопление и так далее. Поэтому, возможно, что в серии наших программ, в том числе передачи «Испытано на себе», будет несколько выпусков, посвященных этой теме, потому что тема достаточно интересная. И, к примеру, сегодня мы поговорим об электрике, об монтаже электрики и вообще каким нюансам нужно уделять особое внимание. Но если говорить о доме, то дом 8/9 с выступом и со вторым светом. Дом одноэтажный. Мы сразу приняли решение сделать дом одноэтажным, чтобы как бы особо не топить, да, второй этаж. Он не сильно такой большой, где-то 70 квадратных метров жилой площади. И в целом для нас, для нашей семьи из 4 человек такой, достаточно, на наш взгляд, оптимальный вариант. Дом стоит на ленточном фундаменте и установлен теплый пол. Ну и прежде чем приступить непосредственно к практике, хотелось бы с вами поделиться небольшим примером, когда имеем то, что имеем, как говорится, и уже с помощью удлинителей пытаемся восполнить недостаток розеток в доме. Вот здесь, на этом участке, был такой вот летний дом, и на веранде выведены только 2 розетки, как видите. Соответственно, так как мы здесь поставили стол, тут была кухня, в общем, требовалось гораздо больше потребителей, да, электрических поставить. И я не нашел ничего лучше, чем сделать огромное количество удлинителей. Сейчас они отключены, так сказать, на время зимнего режима, но, тем не менее, в одну розетку был включен, вот, допустим, вот этот удлинитель. Из него идет следующий. Вот эта часть, которая сейчас подключена, уходит на оптоволокно через, мы тут не видим, но вот здесь под натяжным потолком уходит в ту часть веранды. Ну и вот эти штуки мы подключаем, и у нас запитывается холодильник, мультиварка. В той части у нас все потребители, там даже гриль, по-моему, стоял у нас. В общем, холодильник здесь стоит. И все достаточно удобно, но очень непрактично. Поэтому во время строительства, проектированию розеток в доме, да, где будут находиться какие электроприборы, да, с учетом того, что, например, в советское время у нас хватало, если там у нас в КПДшке, да, 2 розетки там слева-справа, и все, то сейчас этого не хватает, и, конечно, нужно очень много внимания уделять тому, какие электроприборы где будут находиться. И я думаю, что сегодня в течение нашего выпуска мы также об этом расскажем и затронем эту тему. Испытано на себе. Так, ну что, теперь мы уже внутри непосредственно самого дома. Как видите, здесь, не знаю, фишка для нас — это второй свет. Когда еще на этапе выбора проекта мы за него очень боролись. Это 4 метра высотой потолки и дает такое пространство дополнительное. Вот, здесь залита бетонная стяжка, еще нужно выравнивать пол и, соответственно, стелить напольное покрытие. Здесь под стяжкой, соответственно, теплый водяной пол. И в этом тоже оказался такой достаточно хороший плюс, потому что мы в качестве резервного котла выбрали электрический котел. Котельная будет находиться в этом помещении, и так как газ еще не проведен, но есть возможность установить газовый электрический котел на 9 киловатт. И с помощью нашего электрика, который оказался очень многофункциональным человеком, мы подключили уже теплый водяной пол. Всю вот гребенку на 6 контуров подведена, соответственно, и сейчас в доме уже хорошая приемлемая температура. Несмотря на то, что на улице еще минусовые температуры ночью.
Здесь что хочу сказать, конечно, это все пока временно, да. Была подана также заявка на трехфазное подключение. К участку достаточно оперативно был проведен. Здесь частная компания, Якутские электрические сети, по-моему, называется. И бригада приехала буквально через 3 дня после подачи заявки и протянули 3 фазы. Котел работает на 3 фазах, и все пока что по временной схеме здесь работает. Ну, вот уже сделали трехфазный, и теперь уже от этой коробки, тут будет еще 2-я коробка, будет расходиться все питание и электричество. Ну, а сейчас, я думаю, уже самое время познакомиться с нашим электриком, который сегодня покажет основы своего мастерства, и я даже своими руками попробую что-то сделать, то есть сделать свой вклад в электрификацию этого дома. Ну что, давайте познакомимся. Дмитрий Иванов, электрик. Дмитрий, приветствую. Ну, Дмитрий, я понимаю, что вообще вот, наверное, начать нашу беседу можно с вводной части, да, вот чтобы стать электриком, что нужно закончить, и вообще можешь рассказать свою историю, как ты пришел к этому. Ну, я в 2008 году окончил высшее образование в городе Екатеринбурге. Вот, получил профобразование, вот, электрика. И начал работать в энергосбыте сразу. Вот, после энергосбыта, ну, сколько я там, 14,5 лет отработал. И все, решил вот так вот заняться электрикой. Монтаж в частных домах, квартирах, ну, и так далее. Что самое главное в профессии электрика для тебя? Вот опираясь на твой опыт. Безопасность, в первую очередь безопасность. Техника безопасности соблюдать обязательно. Без этого никак. Ну, это самое важное, самое первое, основное, короче. В общем. Это вообще, да, потому что, например, друзья, ну, понятно, что любой человек практически, да, может поменять лампочку, да, выкрутить, вкрутить, но вот, допустим, подключить тот же плафон, да, к электричеству или там подключить розетку, это уже, ну, по крайней мере, я говорю про себя. Я даже знаю, что, допустим, обесточено, ну, провода обесточены, но у меня все равно внутри есть какой-то страх, да, от удара электротоком, потому что это действительно, и правильно Дмитрий говорит, что самое главное это в этой профессии безопасность. Но здесь у нас сегодня все на этапе только, ну, как бы начала, да, то есть перед этим был сделан план, мы прошлись с Дмитрием, план, который был изготовлен заранее, тоже я советую вам так сделать, не просто сказать, что вот у меня здесь будет розетка, да, и вот здесь, допустим, в комнате по 2, по 3, по 5 розеток, вот нам этого хватит. Желательно вообще обратиться, наверное, да, к проектировщикам. Да, вот спроектировать. Как мы сделали. Проекту уже. Да. И вот уже проектировщик, опираясь на свой опыт, на свое видение, где будет находиться какая мебель, будет уже выдаст вам хороший, правильный план, с которым уже проще работать. И вы будете, да, визуально это видеть, и сам, допустим, монтажник, электрик будет гораздо проще. Причем наш план уже вышел вместе с всеми, ну, размерами, да, размер по кухне, по расстановке мебели. То есть все достаточно удобно. Испытано на себе. Так, ну, я думаю, что для многих, кто построил дом, следующий момент, это, конечно, важный, это расстановка розеток и вообще распределение мебели, да, что где будет стоять. И в целом, конечно, я как человек, который подумал, ну, мы, в общем, в принципе, можем сами, да, все сделать, и в целом есть видение, где должен быть стоять кровать, диван, там, телевизор, холодильник и так далее. Ну, вот, например, сразу же первый момент, который дал понять, что не все так просто. Это когда позвали электрика. И на самом деле, вот если посмотреть, вот здесь есть прихожка. И изначально я думал, что лучше всего вводной щиток ставить именно здесь, да, в прихожке. Но электрик, допустим, сказал, что так как кухня у вас будет там, и на кухне находятся основные такие силовые потребители, ну, например, духовка, там, и тем более еще рядом котельная, в целом, говорит, лучше, конечно,
щиток ставить поближе к большим потребителям. И поэтому приняли решение перенести в одной щиток ближе к кухне. И после этого уже я начал задумываться, не все оказывается так просто, да, как казалось бы на первый взгляд. И поэтому мы решили обратиться к дизайнеру интерьера. Это специалист, который уже с опытом и может, исходя из планировки, сделать хорошие варианты, предложения, где оптимально будет стоять тот или иной предмет интерьера. Так, ну и сейчас можно познакомиться. Айта Жиркова, архитектор, дизайнер интерьера. Вот, и сегодня мы ее пригласили для замера, да, то есть я правильно понимаю, что есть, ну, план, по которому работали строители, но для дизайнера интерьера важно, чтобы все размеры он снимал сам. Нужно самим снимать замеры, чтобы уже потом в дальнейшем с этими размерами уже работать и с планом расстановки мебели, техническую часть, план розеток и выключателей. Вот, поэтому обязательно все дизайнеры знают, сами ездят на замеры, снимают, и потом дальше работают с этими размерами. Ну, действительно, потому что так как дизайнер смотрит на дом по-другому, да, нежели, например, даже строители, и свои замеры, конечно, нужны вот именно определенного, ну, плана, там, с определенного ракурса, скорее всего, да. И мебельщики потом приезжают, просто они не будут нашими размерами тоже работать. Мебельщики тоже приезжают на контрольные замеры, и по этим же замерам уже будут ставить вам устанавливать мебель. Ну, мы Айту не будем сейчас отвлекать, процесс замера еще идет, Да. а я вам расскажу, да, что прямо сегодня мы, в принципе, даже приехав сюда на объект домой, изменили уже, да, то есть после первого такого взгляда мы планировали, что вот здесь, с этой стороны, у нас будет диванчик такой, и здесь будет телевизор. И даже уже сделали план такой небольшой розеток, и, соответственно, розетки для телевизора должны были располагаться с этой стороны. Но получается, что оптимальнее всего сделать телевизор здесь. То есть будет такая тумба, она меньше места занимает, и человек, когда заходит из прихожки сюда, он прямиком может пройти, не обходя диван, соответственно, в дом. А диван, который будет находиться здесь, он не будет, соответственно, мешать передвижению, да, то есть потоком. Вот. И сейчас в целом, я думаю, будут большие изменения по расположению розеток, освещения и всего остального. Испытано на себе. Давайте перейдем к практике. Сейчас я попробую себя в такие базовые, да, моменты. Это, наверное, установка кабель-каналов. Да. Вообще, мы вот, например, да, для деревянного дома выбрали кабель-канал вот такого цвета, да, то есть это бежевый, да? Ну, как бы, да. Цвет сосна. Угу. Ну, скорее всего, для тех, кто вот деревянные дома прокладывает электрику, все в основном, наверное, берут такие, ну, да? Да, стараются вот в основном такие вот брать. Под цвет. Да, под Потому цвет. что даже если вы покрасите, например, ну, как мы тоже планируем немножко осветлить, да, помещение, то есть это уже будет потом, то есть шлифовка, покраска, даже с учетом того, что он будет светлее, уже немножко будет как бы отдаленно немножко от дерева, но тем не менее такой бежевый, он, наверное, будет лучше смотреться, чем белый такой. Да, он не сильно будет выделяться. Да, ну, на наш взгляд, как будто офисные, да, вот такие, ну, белые кабель-каналы. Да. Вот. Но они за счет того, что расцветка, они чуть дороже, да? Ну да. Насколько примерно они? Ну, ориентировочно на 80%. На 80%. 90%, да. Угу. Дороже, чем белый. Угу. Но зато подарят вам вид и замаскируют ваши провода. Так, ну давайте пройдем в комнату. Здесь к розетке проходит у нас... Да, здесь у нас... Вот здесь по низу пойдет, чтобы сильно не выделялось, короче. Ну, вот так вот пойдет. Обычно у нас вот так вот пойдет снизу. Кабель-канал. Здесь вертикально по уровню, по лайну выставляется. Все. Сейчас дальше начинаем крепить. Это вот это сюда, да? Да. Так, ее выставляем. Нет. Она куда должна подходить? Да, вот так. Метка это не по центру, а именно вот Да. под этот. Где-то 3 миллиметра вот так оставить запас, и все. Так. Вот.
Так, а снизу? Скажи-ка, нет, я вот тут вижу этот. Да. Это должен быть здесь, да? Вот здесь зазор должен быть где-то 3 миллиметра. Угу. А, на усадку, да? Да, на усадку. Вот так. В любом месте, да, сверлю? Да, да. Снизу тоже так же. Там метка есть? Должна быть. Так, вот так. Все. Так, ну, вы можете заметить, что у меня уже тут все подготовлено. Здесь все подрезано под 45, да, градусов? Так. Сразу Здесь. Так, здесь были отверстия, да, по-моему? Так, нормально? Да, пойдет. Ну, обычно крепится где-то на 5-6 саморезов. Угу. Ну, по 2 метра. Кабель-канал. Вот так нормально, да? Да, пойдет. Отлично. Так, дальше. Ой. А, он срабатывает, да? Да. Импакт. Я боюсь это перетянуть. Так, сюда? Угу. Еще одну. Кстати, обратите внимание, вот этот напоясный, как называется, держатель для инструментов, да? Типа такого. Кобура для инструмента. Давайте покажем, наверное. То есть удобно в том, что, допустим, тот же шуруповерт можно, да, положить. Да, вот так положили аккуратненько. Хоп. Угу. И все. Все. И все необходимые инструменты у вас как бы такие на поясе. Так, ну в целом несложно, да? Так, ну что, следующий этап — это прокладка кабеля. Ну, у нас все такое базовое, да, то есть мы идем галопом по Европам. В принципе, сейчас самое главное — это подключить. Нам нужно подключить кабель к розетке. И я бы хотел вам сначала показать, как в бытовых условиях, ну, я обычно зачищаю провод. Вот, Дмитрий посмотрит и скажет мои ошибки. Так, ну, берем любой нож. В нашем случае это такой канцелярский. Так, и я обычно вот так вот режу. Аккуратно. Чуть-чуть вот так делаю. Вот, вижу провод. Все здесь. Чуть-чуть подгибаете, потому что то есть пластик, он растягивается, и, соответственно, под ним уже видно остальную проводку. Вот, видите, снял первую. И я так много не буду отрезать. Ну, кабель медный, дорогой. Скорее всего, у меня будет брак. Ну, а дальше так, вот так. Так, сейчас. Можно. О, видите, как хорошо. И второй также. Так. Все? Ну, что-то мне подсказывает, что если бы все электрики пользовались таким способом, то все объекты стояли бы с большой задержкой. Дмитрий, какие у него были ошибки? Так, ну, конечно, резаком опасно, конечно, так зачищать, потому что можно и внутреннюю изоляцию повредить. Угу. То есть, несмотря на то, что аккуратно делаешь, можно всегда резануть Да, дальше. ну или тоже максимум можно порезаться, конечно. Опасно чуть-чуть. Вот, и все. Ну вот, изоляцию, да, можно повредить таким образом. А так... В целом еще у нас тут одножильный такой плотный, да, медный провод. Да. А, двужильный, имеется в виду. А есть же бывают такие тонкие, Да. и там точно можно волосинки, повредить. да, там можно. Ну, я как обычно защищаю. Допустим, ну, отрежем сейчас. Берем.
Мерил. Ух ты. Так, всё. раз. Все. И все. Да. Вот, друзья, видите, чем отличается бытовой электрик от профессионального? Да, изоляция уже не повреждена, все нормально. То есть это специально как стриппер называется, да? Да, стриппер называется. Стриппер. И принцип работы у него такой, что он зажимает кабель и снимает, соответственно, изоляцию. Да. Еще, по-моему, чем еще можно обжимать, да, по-моему. Ну, тут много функций, да? Ну да. Обрезать. Там есть такие клемники, зажиматели и так далее. Так, хорошо. Ну, теперь давайте вновь перейдем в комнату и там уже подключим розетку. Тут нет никакой разницы, как подключать. Можно так подключить, допустим. Ну, в принципе, да. Ну, я в основном стараюсь, как бы, себе правила держу, как бы, сверху обычную фазу подключаю и снизу, допустим, 0 подключаю. 0. А по цвету, если смотреть, у нас белый и синий. По Обычно. цвету у нас всегда идет белая эта фаза идет, и синий это всегда 0. Ну, если трехжилка, допустим, да, трехжилка, там уже идет заземление еще. Желтого. Трехжилка. Да. Ага. То есть это всегда фаза белого цвета, да? Да. Ну, светлая, это синий. Так, давайте сейчас попробуем подключение. Здесь фазу мы сверху, да, подключаем? Да. Так, нужна отвертка, да? Все под рукой. Так, ну что, сейчас заводим сначала фазу. Так, а тут два отверстия, можно в любое, да? Да. Чуть открутим. Правильно я понимаю, что вот здесь нужно как можно сильнее, да, зажимать? Ну, как бы Или... максимально, да. Ну, не так, чтобы там сорвать резьбу, а так Ага. почувствовать. Так, надо. сейчас я пока с нижней заведу. Потому что плохое соединение – это обычно плохой контакт, и со временем может... Назревается контакт и... Проверь, пожалуйста, затяжку. Затяну. Опа, все. Сейчас немножечко здесь провода подгибаем, чтобы у нас был запас. То есть это такое как бы на будущее, да? Да. И все. Вот этого часто не хватает в старых домах, КПДшках особенно. Когда что-нибудь нужно поменять, а там у тебя торчит такой маленький проводок. Здесь вот если выявить. Хоп. И хоп. Опа. Хоп. Тёстка. А, сама. Все. О. Так. Все, несложными манипуляциями, да? А, давай пробую эту я, да, составить. Так, снизу я вот здесь подрежу. Не мешался. Хопа. Здесь упирается. Так, руками. Хоп. Защелкивается или нормально? Ну, нормально. Все? Готово. Слушайте, ну, видите, как идеальный цвет подобран. Чуть-чуть даже, по-моему, посветлее немножко. Ну, в целом, действительно лучше, конечно, под дерево, чем такой белый кабель-канал. И я правильно понимаю, что при усадке дома, например, да, что обычно бывает? Кабель-канал, он начинает выгибаться, да? Да. В этом случае тогда что можно сделать? В этом случае здесь запас оставляют.
И крепление не так часто надо делать. Допустим, на 2 метра мы обычно делаем 3 самореза, на 3 самореза закрепили аккуратненько. И все. Если, допустим, часто фиксировать, то она вот так вот волна идет. Да. То есть, если Потом вот сложно будет. начнет сгибаться, я просто эту снимаю, Да, вот это крышечку снимаете. Да. подрезаю и заново Да, закручиваю. Ну и, друзья, действительно, посмотрите, обратите внимание, что розетка установлена сколько? 50 сантиметров, да? Это 65. 65 от пола. Вот. И, например, если у вас выключатель, например, выключатель, соответственно, ну, кто-то здесь крепит, кто-то здесь, да, вот на таком уровне. И здесь кабель-канал еще длиннее. Но в нашем случае я вам обещал показать тот вариант, когда нам не нужно будет проводить провода до выключателя. Давайте сейчас покажу, как это делается. Испытано на себе. Так, ну что, мы сейчас оборудовали такой небольшой стол. Дмитрий выделил несколько инструментов, которые, на его взгляд, должны мне помочь. И сейчас начнем по порядочку. Значит, нам что требуется? У нас есть лампочка, которая висит, ну или люстра, да, которая висит, соответственно, под потолком. И к ней должен быть... У нее должен быть выключатель, чтобы эту лампочку можно было включать и выключать. Вот. И сегодня для меня самого это интересно, как бы сделать это на практике, потому что заказал я вот такой кинетический выключатель. Кинетический выключатель — это как часть умного дома. Состоит он из самого выключателя. Почему кинетический? Потому что при каждом нажатии тут не нужны батарейки. То есть вы нажали, и уже этой энергии хватает на то, чтобы подать сигнал на реле, чтобы включить или выключить лампу. Так, само реле, которое устанавливается посредственно, ставится в линию, и оно еще и на Wi-Fi. То есть с умным домом, с Алисой, там, по-моему, ну, со всеми умными домами можно ее подключить. И здесь еще также руководство пользователя, кстати, нам сейчас пригодится. Двухсторонний скотч и саморезы. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно сейчас сымитировать, то есть, ну, понятно, что во время монтажа уже буквально через день-два уже можно будет это показать на практике, но вдруг у нас передача выйдет раньше, поэтому или не будет возможности выехать на объект. Поэтому сейчас в режиме такого эксперимента и, соответственно, своими руками я попробую это сделать. Так, нам нужен, во-первых, провод. Сейчас мы соединим лампу и от лампы до реле. Небольшой. Это профессиональный инструмент. Так, помнишь, как это делалось? Молча. Молча. Так, где-то здесь. Так, да? Так. Слушай, я такую штуку себе хочу приобрести. Так, длина. Очень удобно. Видите, я по одному делаю, а Дмитрий делал сразу две. Так, это у нас со стороны лампы. Здесь будет, соответственно, реле. Так, все не так легко, как делал Дмитрий. Теперь в лампу. Здесь даже ничего не надо закручивать. Так, просто что ли? Так, и все. Угу. Нет, еще до ошибки не дошло. Ошибка новичка электрика. Это надо было сначала надеть плафон. Но у нас есть свободная сторона здесь.
Ну вот, все-таки есть ошибка. Так. Ну ладно, нам для эксперимента можно и так. Так, и теперь нужна схема. Хотя вот здесь было интересней. Вот у нас лампочка. Получается 0. N. Да, здесь написано. Ну вот здесь написано, да. То есть линия out. Это у нас получается, сейчас я здесь закрою. А у меня не получилось. Я говорю, это ошибка новичка электрика, я забыл это. А. Так, снимайте. Пока что из самого сложного, что я в своей жизни сделал по электрике, это менял реле теплого пола. Все. Вилка у нас такая серьезная. Вот так. Так, теперь. Так, вообще с электричеством у меня тоже есть истории. Учился я в школе. Это был класс 6, что ли. Было уроки физкультуры был. И в то время, да, состояние школ оставляло желать лучшего. И почему-то у нас в малом зале физкультурном были оголенные розетки. Я таки не понял, почему. Они были высоко. Но на том уроке маты были сложены, приставлены к стене. И вот мы бегаем, играем, что-то делаем активности. И тут я залетаю на эти маты и касаюсь локтем розетки. Я тогда не понял, что это была розетка. То есть, не было сильной вспышки какой-то, да, или боли. Просто было какое-то такое... дернуло меня, в общем, током. Это было мое первое знакомство с напряжением 220 вольт. Вот после этого, может, еще из этого у меня страх такой. Я, прежде чем даже что-то там поковыряться в розетках дома, несколько раз проверяю, выключено все или нет. Вообще, друзья, также, на мой взгляд, да, вот когда вы делаете монтаж электричества, это вы делаете на долгие-долгие года. И вот, допустим, желательно использовать, конечно, хорошие материалы, проверенные там компании, фирмы, даже вот, которые делают розетки, да. То есть не поскупиться там, взять, я не говорю, что прям супер-пупер, что-то такое, да, мощное, но, тем не менее, проверенные бренды, которые нормально работают, чтобы быть спокойным. Так, и нам осталось сейчас взять вот эту часть и подключить к реле. Так, ну-ка, вот я что-то... Как у Дмитрия получалось... О, все. Я скилл, свои навыки улучшаю. Так, теперь нам нужна фаза L. Так, и in. Ну и фаза. Так. Фаза зашла. Это один из тех моментов, когда я тоже в предвкушении того, что сейчас должно произойти, потому что
неизвестно точно, нужно ли настраивать вот этот выключатель именно с этим реле, хотя они были в одной коробке. Я надеюсь, что нет. Должно, мне кажется, да, если это более-менее хорошая вещь, то должна работать из коробки верно. Итак, что мы имеем? Сейчас у нас, ну, представьте, лампочка висит под потолком. Вот это реле можно спрятать, например, в коробке, да, где-то в распределительной, или вообще, как, по-моему, Дмитрий планирует, их поставить в самом распределительном щитке. То есть даже не надо их тянуть до коробки, да. И сейчас вот это мы сымитируем. Так, я надеюсь, я безопасно подключил. Подключусь я. Вон там розетка есть. Петр, подержите, пожалуйста. Операторы в безопасности. Так. Так. Ты готов? Включаю. Все нормально? Лампа не горит. Так, давайте. Момент истины. Ну и в целом, сейчас ради красивого кадра, да, все сделаем одним дублем. Лампа висит у вас под потолком, и у вас есть выключатель, который можно повесить либо у двери стандартно, либо приклеить на его на двусторонний скотч, либо на саморезы. Можно положить его на стол, ну, в любое место. И сейчас посмотрим. Магия. Класс. Ну, в смысле магия. Конечно, технологии умного дома сейчас позволяют такие вот решения сделать. Я сам удивился, что есть такие выключатели, где не надо батарейку вставлять. То есть она в любом месте. Так, а может расстояние сделаем? Я выйду на улицу. Так. Иду на улицу. Yes. Так, ага, загорелось. Сейчас проверяем. О, вот это сколько метров? Где-то метров 10, да? Так, дойдем до ворот. Ничего себе. Так, сколько? Девять, 10, 12, 13, 14, 16. Метров 25 пьет. Вот, но это еще не все. То есть, так как это Wi-Fi и есть протокол Zigbee, он, соответственно, можно его подружить с любой колонкой Alisa. Ну, не с любой колонкой Alisa, а в которой есть хаб умного дома. Вот. С такими Алисами он дружит. Все, ну, супер. То есть мы проверили, испытали на себе и уже можем со спокойной душой уже устанавливать. Ну что, друзья, я думаю, сегодняшний выпуск был интересен многим нашим телезрителям, потому что у многих есть частные дома, многие, может быть, задумываются о том, чтобы поменять электрику или провести новую. Но, по крайней мере, я сегодня для себя ощутил вот эти интересные, приятные чувства, когда ты что-то своими руками делаешь, это еще и работает, да, то есть беспроводной выключатель, как вы видели, достаточно интересная вещь, которая будет внедрена в этом доме. Ну, а мы желаем вам успехов и увидимся с вами снова на канале IQT24 в проекте «Испытано на себе».